Ниже, да. Ниже. Все, нормально. На операционном столе пациент с диагнозом острая коронарная недостаточность. Случай экстренный, который требует быстрого оперативного вмешательства. Это высокотехнологичное оборудование позволяет хирургам не только увидеть сосуды и поражение сердечной артерии, но и провести операцию без единого разреза с помощью всего одного прокола. И вот мы видим, что здесь вот есть неровности контуров, бляшки, которые мы убираем, восстанавливаем кровоток. Так называемый эндоваскулярный метод, безусловно, самое яркое достижение современной хирургии. В клинике Федерального университета подобные операции врачи начали проводить одними из первых в Татарстане. Операции на сердце, так называемые бесшовные гинекологические, урологические, хирургические вмешательства. Врачи ставят диагноз и начинают лечение уже на первом осмотре. Камни у нас удаляются в большинстве случаев эндоскопически, без разрезов, с использованием лазеров. Позволяют удалить даже камни довольно крупных размеров. Также лазерной технологией мы используем удаление аденомы предстательной железы. Эти пациенты ранее были обращены на полостные операции, очень длительно после них восстанавливались. Сегодня среднее пребывание пациента в стационаре занимает 4-5 дней после операции. При внутрипротоковых опухолях этот инструмент SpyGlass, он внутри себя имеет инструментальный канал, и в его наборе есть ультратонкие биопсийные щипцы, которые позволяют взять материал на гистологию, выявить эту опухоль, эту структуру, взять биопсию, и уже потом гистологи нам дают ответ, доброкачественный процесс или злокачественный. На сегодняшний день такое оборудование есть только в единичных клиниках города Москвы и Санкт-Петербурга. С 2016 года в больницу было закуплено 986 единиц оборудования. Причем это оборудование топовое. По словам главного врача клиники, в 2016 году они стали частью большого медицинского кластера, когда в структуру Федерального университета вошли сразу несколько лечебных учреждений. Благодаря такому слиянию казанские больницы словно получили второе дыхание. Сюда не только смогли закупить дорогостоящее оборудование, но и отчасти провести капитальный ремонт в корпусах и палатах. К университетской клинике прикреплено сегодня более 40 тысяч населения. В 2019 году ее посетили свыше 300 тысяч человек. Если у вас есть полис обязательного медицинского страхования, либо если у вас нет полиса, но есть желание попасть в эту больницу, вы всегда попадете, колл-центр работает, соответственно, вам дадут рекомендации, как и что делать. Но университетская клиника – это не просто многопрофильная больница. Это уникальная площадка, где ведут апробацию новых технологий и растят собственные кадры. Вот сейчас в клинике идет мастер-класс для студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Весь ход операции будущие врачи наблюдают в режиме онлайн. Ну что вас поразило больше всего? Мастерство работы хирургов и слаженность работы всей команды, и новые технологии, которые применяются в данной операции. Институт фундаментальной медицины и биологии был создан в 2012 году. Сегодня здесь готовят специалистов по 6 направлениям. Это медицинская биохимия, биофизика, кибернетика, лечебное дело, стоматология, фармация. В отличие от многих других современных учебных заведений, где также ведется подготовка врачей, в медицинском институте КФУ уже с первого курса начинают совмещать науку и практику. 20. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Этот симуляционный центр называют уникальным в России. Студенты должны поставить диагноз и назначить оптимальное лечение. В программу уже заложены различные формы различных заболеваний. Но правильный ответ только один. У врачей, даже будущих, как известно, нет права на ошибку. Вот сейчас мы можем видеть здесь пищевод, осматривать можно кардиальный жом. Здесь у нас как раз-таки стоит кейс, где у нас пациент предъявляет жалобы на изжогу. В 2020 году в области, которая называется «Живые системы», Life Science, мы оказались в числе лучших 500 университетов мира. А в России в этой ситуации мы на 4-й позиции. Но самое забавное другое, что есть еще один институциональный рейтинг, то, что чисто медицина. Так вот, в медицине мы тоже оказались в числе лучших 500 университетов мира. А в России в эту 500-ку попал впереди нас только МГУ, а дальше идем мы.
Но современная медицина не стоит на месте. Стремительно устаревают не только лекарства, но и методики лечения. Потому нужно всегда быть на шаг впереди. В 2018 году в университетский медицинский кластер вошел и новый научно-клинический центр трансферных технологий. Именно здесь будут разрабатываться новые методы для диагностики и лечения самых сложных заболеваний. Лекарства от рака ищут и в КФУ. В том числе, и даже не сколько ищет лекарства, хотя мы этим тоже занимаемся, сколько ищет возможность правильно подобрать лекарства для пациента, правильную комбинацию лекарств, правильную дозировку, а также диагностировать заболевание гораздо раньше, чем это можно сделать с помощью стандартных методов. Все, что мы делаем, это уникально в масштабах не только Приволжского нашего округа, не только нашей республики, но и в целом страны. Сегодня ни один университет, тем более классический, не имеет той инфраструктуры и той содержательной части, которую сегодня имеет Казанский федеральный университет. Здесь достаточно сильная подготовка осуществляется, о чем говорят результаты аттестации наших выпускников, которые делают уже специалисты Минздрава Российской Федерации. И мы с каждым годом увеличиваем количество оказываемых услуг. Это тоже можно оценить, если пройтись просто по территории нашей больницы и спросить наших пациентов. И в то же время это наши научные лаборатории. По мнению ректора КФУ Ильшата Гафурова, подобные медицинские кластеры – это особая территория, где происходит системное взаимодействие всех участников процесса. Современное здравоохранение может существовать и развиваться лишь в комплексе – обучение, практика, генерация свежих идей. Своеобразные три кита для достижения одной и главной цели. Ведь нет ничего ценнее жизни и здоровья людей. Наш преподаватель очень любил говорить, что в первую очередь врачу нужны мозги, чтобы думать. Обязательно навыки. Каким бы он ни был врачом, он должен уметь работать с руками. И терпение. Это очень важно. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.